Здравствуйте, вы смотрите новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина о главных событиях этого вторника в нашем выпуске. Начнем с главного спортивного события дня. Через полчаса в Казани начнется пятый матч финала Кубка Гагарина. Акбар сыграет против московского ЦСКА. В случае победы гости могут поднять трофей уже сегодня. Если выиграет Акбарс, борьба продолжится. Счет в серии 3-1 в пользу столичного коллектива. Сейчас в Татнефть-арене находится Рамиль Галиуллин. Рамиль, с какими надеждами приходят на игру болельщики? Добрый вечер, Лина. Добрый вечер, уважаемые телезрители. И как же хочется, чтобы он стал добрым и для всех казанских любителей хоккея. Да, действительно, сейчас я нахожусь в Татнефть-арене, где через считанные минуты начнется пятый матч финальной серии Кубка Гагарина между Акбарсом и московским ЦСКА. Но отмечу, что болельщики уже потихоньку начали заполнять трибуны. И в том, что поддержка у Акбарса сегодня будет колоссальной, в этом нет никаких сомнений. Казанцы начали подтягиваться на арену задолго до стартового свистка. И по традиции все могли сфотографироваться с главным трофеем в фойе. Ну а что касается самих команд, то сейчас они вышли на предматчевую раскатку. Все игроки максимально сконцентрированы. Ну а вот что своей любимой команде перед игрой пожелали казанские болельщики. Только победы, вперед, не унывать и главное не отчаиваться, если мало ли что-то вдруг пойдет не так. Главное, чтобы фарт был на стороне Акбарса, Да. чтобы начало уже залетать. Дай бог, верим. Ждем, победим. Ну а я напомню, что счет в серии 3-1 и, к сожалению, не в нашу пользу. Отступать Акбарсу некуда. Но поднимет ли сегодня ЦСКА заветный трофей или серия вновь переедет в Москву, узнаем уже через несколько часов. Верим в команду. Вперед, Акбарс. Лина, слово тебе. Спасибо, Рамиль. Это был Рамиль Галиуллин с Татнефть-арены. Продолжаем выпуск. Сегодня завершается визит татарстанской делегации во главе с Рустамом Миннихановым в Узбекистан. В Ташкенте они участвовали в международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия». Здесь представлены 700 компаний, более 50 из них из Татарстана. Рустам Минниханов осмотрел стенд республики и принял участие в пленарном заседании форума. Как Татарстан ищет новые промышленные рынки в Центральной Азии, расскажет Алия Хайрудинова. Ташкент. 28 градусов тепла. Подогреть бизнес на новые совместные проекты вновь должен Иннопром «Центральная Азия». В этом году международная выставка стала местом встречи для делегаций 24 стран, а это 700 компаний. Более 50 из них представил Татарстан. Производят 3 вида вертолетов: Ми-38, Ми-8 и Ансат. Это не 38. Это 8. Да, еще Ми-38 и Ансат. На метр 60 длиннее. Экспозицию Татарстана осмотрел Рустам Минниханов. Его сопровождает хаким Ташкентской области Узбекистана Заир Мирзаев. Наиболее перспективные направления для Татарстана и Узбекистана – энергетика, автомобиля и вертолетостроение, газомоторное топливо и АПК. Проект Дайсун, Узбекистан. Вот это Ташкент. Модернизация сетей Ташкента. Как раз сейчас первая отгрузка состоялась. Компания «Таткабель» уже открыла для себя рынки Центральной Азии. Об этом рассказывают Раису Республики. В Ташкенте при модернизации сетей будут использовать татарстанский кабель. Вот эти кабели мы разработали для узбекских проектов. В планах протянуть кабели в 500 киловольт в сторону Москвы и Нижнекамска. Казанский оргсинтез уже год как резидент технопарка «Черчик». За это время здесь произвели более 100 тонн продукции. В планах довести цифру до 5000 тонн. Біздің 100% продукция ол экспортоориентирована деп атала. Вся наша продукция экспортоориентированная. Мы не продаем в Узбекистане, мы тут производим. Продукцию мы экспортируем в другие страны. Вопросы сотрудничества на полях Иннопрома Рустам Минниханов обсудил с хакимом Заиром Мирзаевым. Одна из главных задач для российской экономики – достижение технологического суверенитета. Так, на 51% вырос импорт из Узбекистана в Россию, а товарооборот с Татарстаном превысил 290 миллионов долларов. Это рост на 50%. Химград, Эйдос Медицина, Энергогазсервис, Нефис Косметикс – это лишь малая часть компаний, которым интересен рынок Центральной Азии. Об этом говорят на пленарном заседании форума, где принимает участие глава Минпромторга России Денис Мантуров. Рустам Минниханов пригласил узбекскую делегацию на Международный экономический форум «Россия. Исламский мир. Казан-форум» в мае. С этого года он носит федеральный статус. Алия Хайрудинова, Давид Абдуллин, ТНВ, Узбекистан.
В Казани увековечили память дипломата, советника первого президента республики, основателя татарстанского внешнеполитического ведомства Тимура Акулова. Сегодня ему исполнилось бы 70 лет. На улице Чехова, в доме, где он жил, открыли мемориальную доску. В церемонии приняли участие руководитель администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров, коллеги, родные и друзья Тимура Акулова. Его не стало в 2018 году. Тимур Юрьевич 2 десятилетия работал вместе с Ментимером Шаймиевым. При участии дипломата были созданы группы стратегического видения России «Исламский мир», представительство Татарстана за рубежом. Также востоковед в 1995 году стал переговорщиком по освобождению наших летчиков, захваченных в Кандагаре талибами, и координировал организацию международной части празднования тысячелетия Казани. Тимуру Юрьевичу сегодня исполнилось бы 70 лет. И мы все вспоминаем его с огромным уважением, с теплотой. Для кого-то он был начальник, помощник, советник. Для кого-то большой друг. Вы помните, как мы в простонародье его называли, первого министра иностранных дел Республики Татарстан. Интересы Отечества, интересы Родины были прежде всего. Он не боялся никаких сложных задач, решал их профессионально, спокойно, убедительно. Эта работа была довольно сложной, потому что она не нормировалась никак. И ему приходилось очень много бывать в поездках. Он по своей природе очень дружелюбный был человек, и ему удавалось наводить мосты между людьми, контакты. И при жизни знал его. И поэтому портрет шел несложно. Он очень приятный был человек и в беседе, и вообще в делах. Так что у меня только положительные впечатления. Сегодня в военной комендатуре Казанского гарнизона увековечили память своих коллег, участников СВО. Майор Роман Сарычев и сержант Михаил Шевиков погибли год назад в городе Кременная Луганской Народной Республики. Сегодня во дворе комендатуры открыли мемориальную доску. В церемонии приняли участие руководство Казанского гарнизона, сослуживцы, родные и близкие. Роман Сарычев служил военным комендантом Казани. Михаил Шевиков – инспектором-водителем взвода военной полиции. За проявленный героизм оба военнослужащих посмертно награждены орденами мужества. Сегодня хотелось бы сказать огромные слова благодарности родным и близким и Романа, и Михаила, за родителям, за их воспитание. Конечно, мы оставляем такие знаки памяти, как памятные доски, мемориалы, памятники. Это чтобы поколения помнили о своих настоящих гражданах, о своих настоящих защитниках Отечества. Сегодня в России стартовала самая масштабная в преддверии 9 мая акция «Георгиевская лента». Это символ Дня Победы и знак благодарности всем, кто ее завоевал. За 2 недели в регионах страны раздадут миллионы памятных лент. Только в Татарстане их получит 200 тысяч человек. Принять участие в акции у себя в соцсетях призвал Рустам Минниханов. «Мы помним, мы гордимся», подписал пост Раис Республики. В Казани георгиевские ленточки волонтеры раздают в центре города, в торговых комплексах и на станциях метро. В акции принимают участие студенческие отряды, центр «Форпост», волонтеры Победы и другие молодежные организации. Татарстанцы с гордостью принимают символ Победы и прикрепляют на одежду. Георгиевская ленточка, как родители с детства учили и объясняли, что это символ победы, символ великой победы, которую наши прадеды уже, наверное, принесли нам 9 мая 1945 года. Мы все помним этот день, все отмечаем. И у кого есть близкие, кто еще жив, конечно, поздравляем. У меня оба дедушки воевали во время Великой Отечественной войны. Оба получили ранения, и я ими горжусь. Эта акция для нас является данью уважения, данью памяти тем, кто участвовал в борьбе с фашизмом в Великой Отечественную войну, наших отцов, дедов, прадедов. Сколько стоит диплом в Татарстане и стоит ли учиться на айтишника за 800 тысяч в год? О ценах на востребованные вузовские специальности, возможностях попасть на бюджет и закате платного высшего образования читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Дорожные работы станут интенсивнее. Основные вложения пойдут на трассы М7, М12 и Шали-Бавлы. В Казани сегодня рассказали о планах дорожных работ в республике на этот год. Значительно увеличено финансирование с 210 до 250 миллиардов рублей. Что будет сделано, а на что пока не хватает средств, расскажет Рамиль Шайдуллин. В этом году дорожные работы будут более интенсивнее, чем были в прошлом году.
На дороги республики направят 250 миллиардов рублей. Это рекордные суммы. Основная часть на строительство трасс М7, М12 и Шали-Бавлы. На региональные дорожные работы выделят 70 миллиардов. 14 из федерального, 53 из республиканского бюджетов. Это очень серьезные цифры. И наша дорожная отрасль, наши дорожники будут справляться с этой задачей. Фарид Ханифов сообщил, в этом году в Татарстане выполнят 3 социальные программы ремонта дорожной сети. Проложат 150 километров щебеночного покрытия, отремонтируют 120 километров асфальта и 160 километров асфальтобетона. В текущем году также предусмотрен у нас ремонт 2 мостов. Это через реку Кама и Архаровка на автодороге Казань-Оренбург, а также путепровод через трассу М7 на 922 километре. Продолжаются работы и на Вознесенском тракте, то есть самой глобальной реконструкции, которая должна значительно улучшить транспортную ситуацию в таких поселках, как Вознесенская, Большие Клыки, Самосырово и других, а также значительно способствовать развитию самого города. Сейчас техника работает на стыке проспекта Победы и улицы Гвардейской, одном из самых трудоемких участков. Это первый этап работы, и в этом году завершат только его. По словам министра, причина – недостаток финансов. В связи с тем, что всех финансовых средств на завершение второго этапа у нас сегодня не хватает, поэтому было решено выполнить наиболее трудоемкие участки дорог. До конца года дорожники достроят развязку, проложат дорогу, завершат все наземные и подземные искусственные сооружения. Кроме этого, продолжится расширение Горьковского шоссе и реконструкция моста на Назарбаева. Средства направят на строительство и ремонт дорог, установку светофоров, фонарей, нанесение разметки. Предстоит привести в порядок и те участки, где образовалась колея и много жалоб от водителей. Это только качество покрытия, некачественное покрытие. Каждый год делают одни и те же дороги. Поток машин очень большой, поэтому ни одна дорога тут может не справиться. Чаще ремонт, наверное, надо делать. Это процесс необратимый, и поэтому и колейность тоже образуется более быстром порядке, чем раньше это происходило. Но так или иначе, у нас 32 участка уличной дорожной сети, которые имеют колейность, будут в этом году отремонтированы. Быстрый износ наблюдается и на участках республиканских дорог. По словам министра, по 900 километров практически ежедневно ездят большегрузы, задействованные при строительстве крупных трасс. Не выдерживают. Они не были рассчитаны на такой грузопоток, на такое давление на ось. Еще одна задача – снижение уровня смертности в ДТП. Для этого будут устанавливать новые знаки, светофоры, строить тротуары. Также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжат внедрять интеллектуальные транспортные системы. Рамиль Шайдулин, Алмазъединов, ТНВ, Казань. В Татарстане в этом году произошло 49 травм на производстве. 17 из них со смертельным исходом. Возбуждено 51 уголовное дело. Каждый факт – это повод для серьезной проверки. Наиболее опасными Минтруд Татарстана назвал отрасли обрабатывающей промышленности, транспорта и строительства. Также идет рост травматизма в здравоохранении и сельском хозяйстве. Каждый третий инцидент происходит из-за неправильной эксплуатации оборудования. Треть – из-за ДТП. В 27% случаев работники получают травмы при падении с высоты. Так, в марте в Набережных Челнах на рабочем месте погиб 62-летний крановщик. Во время снятия автокрана с опоры автомобиль покатился и придавил водителя насмерть. В начале апреля в Нижнекамске 43-летний сантехник получил смертельные ожоги, когда пытался отключить отопление при прорыве трубы. В минувшую пятницу в одном из торговых центров Казани на работника, который убирал строительный мусор, упала железная плита. Он скончался на месте. По результатам проверок к ответственности привлечены 2700 виновных. Компаниям выдано 17 предписаний об устранении нарушений трудовых прав сотрудников. Статистика показывает, что, к сожалению, травмы случаются либо с молодыми специалистами, кто не имеет опыта работы и только пришел, и в силу молодости присутствует некая бравада, игнорирование средств индивидуальной защиты. И, к сожалению, в возрастной категории, когда уже, казалось бы, у работника большой стаж, 20-30 лет, и вот здесь тоже некая уже самоуверенность, и опять-таки игнорирование средств индивидуальной защиты, элементарных правил, какое-то отсутствие исполнительской трудовой дисциплины.
Сегодня в Казани объявили имена победителей Международной олимпиады по татарскому языку. 3 дня более 500 школьников и студентов соревновались в знании основ языка, истории татарского народа, представляли собственные проекты. Они из 27 регионов России, а также Казахстана, Узбекистана и Киргизии. В КЦ «Сайдаш» дипломы победителям вручил руководитель комиссии по родным языкам Марат Ахметов. Кто стал обладателем гран-при, знает Сирина Сахапова. 11-классница Дарина Ергизова в Казань приехала из Башкортостана. Выросла в большой татарской семье. Уже 2-й год подряд она призер Международной олимпиады. Эта олимпиада играет большую роль в сохранении языка. Если мы будем разговаривать на своем языке, если мы будем беречь наши традиции, если мы будем между собой общаться на родном языке, то наш родной язык, он сохранится. Международную олимпиаду проводит Министерство образования и Всемирный конгресс татар. Тут находишь очень много новых друзей, с которыми общение продолжается даже после завершения олимпиады. Я понимаю татарский язык. Еще бы хотелось все-таки научиться по большей степени разговаривать на татарском языке. Уже подучив татарский язык, есть желание приехать и все-таки победить в этой олимпиаде. Участники писали сочинения, анализировали произведения татарских классиков и защищали свои проекты на тему ЮНЕСКО «На страже наследия». Каждый ребенок, каждый регион очень серьезно подготовился к этой олимпиаде. И каждый проект достоин очень большого внимания и продолжения своей работы. У руководителя комиссии по родным языкам Марата Ахметова сегодня важная миссия. Он объявил обладателей гран-при олимпиады. Ребята, студенты, учащиеся, которые принимали участие в этой олимпиаде, им можно только гордиться. Огромное спасибо, конечно, учителям, преподавателям, которые в сложнейших ситуациях глобализации стараются именно прививать любовь к родному языку. Это очень большая, трудная задача. Гран-при удостоены учащиеся из Казахстана, Башкортостана и Татарстана. Это Азат Ахмедзянов, Лейсан Галимова и Ихтиар Киямов. Те, кто выигрывают эти олимпиады, становятся призерами, на них также накладывается большая ответственность. Это люди, которые будут продолжателями традиций, продолжателями языка, и на них надеются и смотрят весь народ. И сегодня они все вместе исполнили негласный гимн татарского народа «Туган-Тель». Сирина Сахапова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Аномально теплая весна в Татарстане бьет очередной температурный рекорд, уже 7-й по счету с начала марта. По данным гидрометцентра, в понедельник столбики термометров поднялись почти до 23 градусов. Это максимум для 24 апреля за всю историю метеонаблюдений. Прежний рекорд был зафиксирован в 1975 году. Теплая погода сохранится в Татарстане и в ближайшие дни, отмечают синоптики. В выходные воздух прогреется до плюс 26 градусов. Местами пройдут дожди. Наш выпуск завершен. Сейчас в эфире прямая трансляция хоккейного матча «Акбарс ЦСКА». Желаем победы казанской команде. А я с вами прощаюсь. До завтра. Риск, адреналин, преодоление – все на грани человеческих возможностей. В казанском цирке экстрим-программа «На грани». Как уничтожить колорадского жука? Карада с усиленным эффектом. Убивает и жуков, и личинок. Карада защищает картофель надолго. Дома у сада. Новый квартал сад от Акбарс Дом. Жить, чтобы мечтать и создавать. Акбарс Дом. Дом там, где мы. Для борьбы с вредителями. Алатар. Быстро действует и долго защищает. Алатар. Көн чыгышның сихри бизәкләре. Зауыклы хыял бизәкләренә үрелгән нәфис алтын сызыклар. Миллионлаган йөрәкләрне яулаган бизәнү әйберләре. Көн чыгышның алтын сихри коллекциясе белән бергә балка. Оператор шелтәрендә Ювелирочка телеканалын карагыз. Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Юмор, җыр һәм шәткәев Салават җыр театры Ульян каласына кузгала. 26 апрель губернаторский сараенда 34-нче сезон концерт тамашасы. Башлана 19 сәгатьтә. В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем Любава каждый день. Любава – мой любимый крем.
Здравствуйте! Сегодня о погоде расскажу вам я, Гульназ Гиззатуллина. Пасмурный атмосферный фронт охватил своим влиянием Татарстан, и в республику пришли дожди, а температура понизилась. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево ожидается облачная погода. Ночью и в первой половине дня пройдут дожди, а ветер усилится. Ночью температура воздуха составит 12 градусов тепла, днем не выше 18. В набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге в ночное время будет облачно, пройдут дожди. Ожидается около 12 тепла, днем прояснится, осадки прекратятся. Температура воздуха до 20 градусов тепла. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше облачно, к вечеру с прояснениями. В ночные и утренние часы ожидаются дожди, ночью 13, днем до 20 тепла. В Арске, Кукмаре, Балтаси прогнозируются дожди, ночью местами сильные, возможно гроза. Ночью около 12 тепла, днем до 18 градусов со знаком плюс. Дождливыми ожидаются ночи и утро в Болгаре, Дрожжином, Буинске. Ветер усилится, температура ночью 11 тепла, днем около 17 градусов со знаком плюс. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше ночью и утром пройдут дожди, местами сильные. Днем облака рассеются, а дожди прекратятся. Ожидаемая температура в ночное время около 12 тепла, а днем 21 градус. В последующие сутки вероятность осадков будет небольшой, а температура вновь начнет повышаться. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В столице нашей республики ожидается переменная облачность, пройдут дожди, ночью местами сильные. Не исключена гроза, ночью до 12 градусов тепла, а днем всего 19 градусов выше 0. Ветер южный, порывистый, местами 14 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха составит 76%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Обо всех изменениях погоды вы узнаете из наших выпусков. Оставайтесь с нами и берегите себя.